В Кыргызстане приняли закон, по которому уголовные дела об изнасиловании невозможно закрыть, даже при примирении сторон, когда жертва преступления сама пишет встречное заявление. Дело в любом случае доведут до суда, где и будет решаться судьба насильника. И это не все. Теперь насильникам будет грозить пожизненный срок в тюрьме. В отношении признанных виновными перестанут применять пробационный надзор. Причем преступление против половой неприкосновенности не будет иметь срока давности. Следствие могут начать и через 20 и 30 лет. Почему это важно? Уголовные дела об изнасиловании очень часто не доходят до суда. Правозащитники объясняют, что жертв преступления вынуждают пойти на примирение под давлением виновника, его родственников и даже милиционеров. В итоге преступники остаются безнаказанными, а доверие к правоохранительной системе падает. Вспомнить хотя бы Асель Нугойбаеву, которая дважды писала заявление за изнасилование на бывшего мужа. Первый раз дело прекратили за примирение сторон, так как ей обещали отдать ее детей и больше не приближаться. А во второй раз мужчину осудили, применили пробационный надзор и отпустили. Находясь на свободе, он напал на Асель в третий раз. Резонанстуу иштер токтобой жатат да. Анан айымдардын атынан келген каттардын көбүнчөсүндө коркутуулар, үркүтүүлөр ошол эле тергөөчүлөрдүн тарабынан келген коркутуулар болуп жатат. Буну ачыкка чыгарабыз, уят кылабыз деген шантажга чейин барып атышат. Сможет ли закон защитить жертв? Закон поможет сформировать у преступников чувство неотвратимости наказания, объясняют правозащитники. Насильнику не получится договориться с жертвой или милиционерами о прекращении следствия, и уголовное дело в любом случае будет рассматриваться в суде. Поможет ли это жертвам насилия, которые подверглись? Абсолютно согласна, что поможет, потому что женщина, подвергшая насилию, она сталкивается с такой огромной махиной, которая даже на пороге, когда она идет писать заявление, это сотрудники милиции, которые зачастую могут отговаривать писать заявление, зачастую пренебрежительно относиться. А если в суде насильника признали виновным, ему не удастся выйти на свободу под пробационный надзор. То есть в случае обвинительного приговора преступнику уже никак не избежать тюрьмы. Мыкаачылар, зөөкүрлөр мындан ары катуу көзөмөлдө болот. Алар пробацияны колдонуп эркиндикке түрмөдөн чыга албайт. Мына ошондой айбандык жасаган эркектерге катаал жаза күтүп турат. Однако в социальных сетях мужчин обеспокоило принятие этого законопроекта, потому что в случае ложных обвинений в изнасиловании им будет сложно доказать свою невиновность. И им все равно придется предстать перед судом. Но, по словам авторов закона, такие ложные обвинения зачастую выдвигаются в сговоре с милиционерами или следователями, чтобы заставить обвиненного заплатить за закрытие дела. И если не будет возможности закрыть дело по соглашению сторон, то эта коррупционная схема уже перестанет работать, что должно привести к уменьшению числа таких происшествий. А инициатор законопроекта Эльвира Сурабалдиева назвала принятый закон законом Асель, так как именно после ее трагедии документ, уже год ожидавший решения парламента, наконец решили принять.